Ассаляму алейкум. Сегодня в этом ролике мы гуляем по Джанджирлы медресе. На кассе нас предупредили, что там все закрыто, но в принципе мы это и так знаем. Сегодня мы с Рифатом. По-любому узнаем что-то новое. А пока смотрите, в каком мы месте. Это настоящий Бахчисарай. Вот эти скалы я всегда ассоциирую с Бахчисараем. Поэтому кто первый раз попадает в это место, я уверен, что он испытывает культурный шок просто. Потому что это действительно уникальная вещь, уникальное ощущение, что ты находишься где-то в ложбине, скрытый от всех глаз. Все, поехали. В 2008 году вот на этом участке были разобраны постройки позднего периода и начаты археологические раскопки, которые вскрыли фундаменты огромных бань, которые здесь находились. У них есть два отдела, мужской и женский, они между собой не сообщаются. Вот эта нагревательная система вот здесь расположена. Но турки, вот у них реставрация немножко умнее, даже не немножко, она в некотором плане умнее. Вот этот раствор, который они используют, вот этот красненький, он немного напоминает тот Хорасан, которым строили эти постройки в свое время. Вскрыто было вот в частности водоснабжение, вот видите керамические трубы. Несмотря на то, что весь Бахчисарай пронизан этими керамическими трубами, вот так вот на них посмотреть, в принципе, очень мало где можно. В Хан-Сарае есть единичные экземпляры. Сегодня все, кто начинают строиться в старом городе, все находят вот эти вот керамические трубы. Ну, по сведениям статистическим, в Бахчисарае до 1944 года было 130 общественных фонтанов. И это еще без частных. То есть у людей богатых в домах были частные фонтаны. Эти трубы, они вот так вот вставляются пазами друг в друга, и со всех основных источников, которые расположены в горах, они подводятся к чешме и, собственно, к баням. Да, все заросло уже за последние годы. Ну, заросло это еще нормально, заросло. Не так заросло, как может. Ого! А вот этого не было. Это сюда свезли надгробие. Это остатки византийской культуры? Сюда свезли надгробие, этого не было. Ну, это же не надгробие, вот это вот. Вот это. Это Армонтаж, да? Ну да. По-моему, это фонды начали сюда сгружать. Надо же. Вот это уникальное сооружение, наверное, центральное и основное, которое мы сегодня рассмотрим. Во-первых, это очень ценный для нас памятник. Это памятник нашей учености, в принципе, того, что у крымских татар все-таки было и высшее образование, и какая-то научная жизнь. И это единственное сохранившееся медресе во всем Крыму. Сохранившееся в смысле целиком. Вот как оно есть, не как в медресе Инджибек Хатун, не какие-то фундаменты этого здания сохранились. Медресе сегодня известная под названием Занджирлы, но на протяжении почти 400-летней своей истории оно было известно под другим названием медресе Менглиги Райхана. По имени основателя этого памятника Занджирла оно стало называться только в очень поздний период, с конца 19 века, как такое народное название, и постепенно оно вытеснило старое, но тем не менее официально этот памятник, это учебное заведение, называется медресе Менглиги Райхана. Построено оно в 1500 году. То есть Бахчисарая еще не было, еще даже не планировался Бахчисарай, а здесь вот это здание уже было построено. Помимо того, что это единственное сохранившееся медресе, во-первых, в городе Бахчисарае было 3 высших учебных заведения. Медресе Арслан-Герая при Ханском дворце, медресе Орта, которая сейчас в руинах лежит по дороге вот, в Салачик, и вот это медресе Менглиги Райхан или медресе Занджирлы, которая из них является самым старым. Помимо того, что это здание самое старое в Крыму, сохранившееся здание, оно еще и одно из старейших мусульманских учебных заведений во всей Восточной Европе. То есть это памятник очень и очень значимый, не только для Крыма, но и в принципе для этой части Европы. Над входом висит табличка, в которой указано
имя устроителя и дата, в которой это было построено. Вот это единственный, наверное, китабе, который в оригинале я не нашел, хотя искал очень сложно. То есть сборник, где опубликована полная транслитерация, его невозможно найти. Он, видимо, был крошечным тиражом выпущен. Но, тем не менее, перевод, который проведен турецким ученым Хаканом Кырымлы, я его немножко адаптировал под крымско-татарский язык. И целиком надпись звучит следующим образом. Bu medresenin yapılmasını nimetlendirgen Allah'ın yardımıyla Mengli Girayhan bin Hacı Girayhan emretti. Allah onun ülkesini dünyanın sonuna kadar devamlı kılsın. Sene 906, 906 год по хиджре, 1500 либо 1501 год по христианскому летоисчислению. Почему Зынджырлы? Ну, естественно, первое, что привлекает внимание после шикарной китабе, это цепь, которая висит над входом. Есть очень красивая легенда, по которой хан Меңли Гирай сам клал камни, замешивал раствор, когда строилось это здание, и когда оно открылось, он произнес следующую речь, что каждый, входящий в это здание, должен склонить голову перед храмом науки и пройти в него, только сделав такой уважительный жест. Ну, то есть, вот такая была цена образования. Естественно, это такая легендарная, мифологизированная история на самом деле. Зынджырлар висят не только здесь, они висят по всей территории Османской империи. Точно, даже я и никто не берется сказать, какое предназначение именно у этой цепи. Но, судя по анатолийским аналогам, которые находятся в Турции, у нее очень прозаичное и простое предназначение. То есть при медресе жили мудерисы и жили сохты, и они, естественно, держали какую-то живность. И чтобы эта живность, эта дверь была открыта постоянно, чтобы эта живность, лошади, крупный рогатый скот не могли пройти отсюда, вот эту цепь вешали. Вот это у турецких ученых, которые обследовали Крым в 2012 году, у Хакана Кырымлы, у Николь Канчаль-Феррари, то есть у ученых, которые работали здесь, это основная версия. То есть они так и пишут, что эта цепь, она защищает внутренность медресе от прохождения туда животных. Это, конечно, не так красиво, но более реалистично. Рифат, а разве не от всадника? Вот всадник, чтобы на коне не мог пройти. Нет, вот она именно атлар пишет. Атлар гирильмесни ясактыр. Ну, они могут зайти, я тоже об этом подумал. Вот всаднику тяжело будет. Тем не менее, вот на Султан-Ахмете, оказывается, есть точно такая же цепь, и вот они считают, что она именно защищает от животных. Может, просто к нашему времени животные измельчали? Может быть. Я не знаю. Ну, вот, честно говоря, это больше похоже на правду, потому что чем поэтичнее, чем красивее легенда, тем она менее реалистична на самом-то деле. Медресе внутри имеет 14 помещений. К сожалению, мы уже который год, это 16 года, мы не можем зайти внутрь, потому что памятник закрыт. Имеет 14 помещений простых, оформленных, то есть там совершенно нет практически декора какого-то. Там есть камин, то есть чтобы отапливаться. Здесь учились люди, закончившие мектеп и которые хотели получить высшее образование. Обучение в медресе исключительно бесплатное. То есть это бюджетная форма обучения на сегодняшний день. Каким образом это решалось? Когда Меңли Гирайхан построил это медресе, он выделил ему вакуф. Вакуф. Что такое вакуф? То есть нам, прошедшим через Советский Союз, уже тяжело понять, что это такое. По сути, это современный фонд, в который вот определенное здание строится, и ему закладывается бюджет, в который он будет получать доходы. Вот у Зынджырлы, во владении Зынджырлы были отведены в земли, которые удивительным образом связаны с моей родословной, а ее земли находятся на территории Алмабою, да, то есть в селе Алматамак, ныне песчаное, в селе Улукол, которое находится вот недалеко от Углового, и несколько лавок в Евпатории, несколько лавок доходных в Бахчисарае. То есть медресе Зынджырлы в царское время получала где-то около 15 тысяч рублей дохода со всех этих территорий. С этих денег оплачивалась зарплата мудериса, то есть директора, по сути, университета.
С этих денег оплачивались какие-то нужды на ремонт, на поддержание порядка, там, на оплату каких-то расходов, которые постоянно, на закупку книг, в конце концов. Вот. Это все было оформлено в виде фонда. То есть, вот, условно, 3 лавки в Бахчисарае, которые работали, они часть своего дохода выплачивали вот сюда, в медресе Зинджирлы, потому что так было завещено еще в ханское время, и вот эта традиция продолжалась вплоть до советского периода. Внутри очень красивый дворик. Я вот не знаю, у меня, по-моему, есть его фотографии. Открытый был дворик изначально. После реставрации турецкой его накрыли стеклом. Вот. Это до реставрации памятник. То есть, если вот вход, вот от входа внутрь, вот эта открытая крыша, вот здесь была открыта, она сейчас в стекле. И это, собственно, лекционный зал, здесь все сохты собирались. Вот здесь. Здесь находится 14 комнат, где они жили. Собственно, это было общежитие. В этом же месте они жили. Они изучали не только теологию, не только богословие, но и астрономию, но и физику в каких-то базовых своих началах. Но все это, конечно, страшно деградировало к XIX веку, пока не начался период такого ренессанса в медресе Зинджирлы. Наверное, прежде чем расскажу, мы, наверное, перейдем в тень, я расскажу о том, как здесь проходило обучение. Сначала, наверное, расскажу об истории последних 100 лет, которые произошли с этим памятником. Во-первых, здесь после установления правительства Нумана Челебиджи-хана в 17 году был открыт полноценный вуз, институт имени Минглигерая. Он просуществовал недолго, как и Крымская республика. После падения правительства Челебиджи-хана здание какое-то время оставалось без функции. Потом здесь был расположен медицинский техникум, а после депортации крымских татар вот это здание стало психоневрологическим интернатом. Ну, то есть вот те помещения, где жили сохты, это были помещения для пациентов с психическими заболеваниями. И есть вот эта известнейшая фотография Рифката Ага Якубова, которая застала последний период этого медресе, когда он был еще психушкой. Вот это с пациентом вместе, то есть это здание вот с той стороны. Вот, то есть здесь еще когда-то можно было увидеть людей в больничных одеждах. Да, ну сделано это было, естественно, чтобы максимально надругаться над памятником, то есть больше некуда было засунуть психоневрологический интернат, надо было его засунуть в здание Зинджирлы медресе. Медресе Зинджирлы пережила свой расцвет в момент основания, да, то есть в период, когда это был центр города, вообще это был, собственно, город, оно процветало, и процветало оно до заката ханской эпохи, а затем постепенно уровень образования здесь начал падать, начался карасыр, который мы его так и называем, который продлился вплоть до 1883 года, когда Гаспринский основал Терджиман. После этого здесь начались очень глобальные процессы, которые переделали Зинджирлы в более современный вуз, и процессы, которые здесь происходили, тесно связаны с именем одного человека, который связывает Бахчисарай с Дерекоем, то есть с селом, которое ныне входит в состав Ялты. Звали этого человека Аджи Абибулла Эфенди. Он родился в 1825 году, и родословно его тянулось, он из поколения в поколение был мудерисом. То есть и отец его был мудерисом, директором университета, и дед его был мудерисом, и он сам всю жизнь посвятил этому. И вот в газете «Терджиман» с 89 по 90 год Исмаил бей Гаспринский публикует ряд заметок, посвященных этому человеку. Ну, во-первых, благосклонность Исмаил бея к нему можно описать только лишь тем выражением, он его везде называет лучший мудерис Крыма. Несмотря на то, что мудерисов было огромное множество, самый умный, самый выдающийся, самый прогрессивный. И в это время в Бахчисарае, как раз вот 89 год конца 19 века, началась смена мудерисов, и его избрали. Его избрали, а мудерис в то время уже был чиновником, подчиненным царской администрации, его должны были назначить. И вот он 2 года так висел не в воздухе, там ему подтверждение не приходило, то, что он назначен здесь.
Здесь народ хотел, чтобы он был, уже назначили кого-то другого, народ его не принял. Джамалиддин Эфенди из Сарабузского медресе приехал, народ его не принял, хотели только Аджи Абибулла Эфенди. И вот этот процесс тесно отразился на страницах Терджимана. Вот я даже некоторые вещи хочу зачитать, потому что отношение Гаспринского к нему и, в принципе, масштаб этой личности очень понятен по тому, как Гаспринский его описывает. Мударис Аджи Абибулла Эфенди, бывший до сего времени имамом в деревне Дерекой при Ялте, ознаменовал там свою деятельность приведением в цветущее состояние вакфных участков и садиков, надстройкой большой каменной мечети, школы, сбором крупной суммы на постройку моста и другими добрыми делами. Это дает нам основание надеяться, что деятельность его Бахчисарая при главном медресе Крыма будет еще более плодотворна. То есть он пока работал в Дерекое, при Дерекойском медресе, он там обеспечил ремонт мечети, обеспечил ремонт школы, построил мост, и вот этими вот своими заслугами уже был известен тем, и как раз он славился как реформатор образования. Вот он тут пишет еще о том, как приехал Аджи Абибулла Эфенди, наконец-то утвержденный, в Симферополе, он приезжает в Крым, в Бахчисарай, узнав, что он едет, горожане сотнями выехали ему навстречу верхами и в экипажах. Многие встретили его за 15 верст от города и торжественно проводили до Бахчисарая. Здесь посетили и поздравили его почти все жители, тронутые до глубины сердца высочайшим вниманием, выразившимся в значении мудариса, дважды избиравшегося населением и ждавшим его утверждения уже 5-й год. Затем он произнес речь, тронул всех присутствующих до слез, и после этого он остался здесь работать вплоть до конца XIX века. В 1895 году, по данным Эльмира Абибуллаевой, директора музея Гаспринского, он умер. И вот после этого уже был назначен другой мудрис на должность мудриса Занджирлы. Помимо того, что он первым делом, что он сделал, начал собирать в Занджирлы библиотеку. То есть библиотека Занджирлы была одной из самых крупных вообще во всем Крыму, потому что собирала книги из ханского дворца, из частных каких-то собраний. И сам Абибулла Эфенди 800 книг подарил в библиотеку Занджирлы. Где на сегодняшний день хранятся эти издания, для меня большая загадка. Скорее всего, большинство из них просто не сохранилось, хотя большая часть этих книг, видимо, тянулись, здесь хранили в библиотеке с ханского периода. Но вот и среди всех горожан было объявлено, что вот если вам есть что подарить в библиотеке, то вы, пожалуйста, приносите, и оно будет применено в общественных целях, да, то есть лучше будет качество образования. Вот мне бы хотелось еще о нем зачитать слова Гаспринского. Кстати, вот о книгах. Из деревни Айвасиль Ялтинского уезда Сулейман Эфенди передал 17 книг. Только для Аджи Абибулла Эфенди, потому что вот он в газете Терджиман написал объявление. Затем опять начались тут какие-то махинации. То есть вообще царской администрации сильно деятельные мударисы были не нужны вообще. То есть образование должно идти было как шло. Вот Коран, арабский язык, может быть немного философии, все. Реформы какие-то, это не особо хорошо. Поэтому, видимо, несколько комиссий созвали, приехали специально, опять сделали выборы. Выборы сделали в 2 этапа, то есть один раз голосовали поднятием рук, второй раз голосовали вообще с помощью каких-то шаров специальных, которые вот выкладывались там в ящик, кто за кого вот голосует. Опять выбрали Аджи Абибулла Эфенди, тут уже пришлось смириться. Просто вот слова Исмаил Бея о нем, они очень хорошо говорят о масштабе этой личности. Имя его – свет в непроходимой дебре наших схоластиков. Имя его – учение и рациональные порядки в учебном и воспитательном деле. Имя его – понимание нужд и недостатков своей паствы. Вот почему мы молим Аллаха помочь ему. Придется обществу высказаться еще раз. Это он об очередных выборах, в которых, естественно, его выбрали, и он уже работал здесь спокойно. Что интересно, Девлет-Сарай из большой ханской столицы к XIX веку превратился в пригород, и пригород стал преимущественно цыганским. Мы его Салачик так и знаем, как цыганское это.
цыганскую слободку, в некоторых русских источниках он так и называется. И цыгане здесь жили, это не значит, что здесь жили только цыгане, потому что вот обязательно категоризируют. То есть здесь никого не жило из крымских татар, только цыгане. Нет, население было смешанным, но большая часть населения стала цыганской. Цыгане тоже мусульмане. Бахчисарайские цыгане все мусульмане. И вот интересно, что когда были выборы в приходе Занджирлы-Маале, вот в этом, было 147 человек, из них большинство цыгане-мусульмане. Гаспринский об этом открыто пишет. Собственно, татар в приходе немного. То есть в эти мечети ходили в основном местные цыгане. Цыгане, как известно, вот сзади меня, здесь из-за растительности не видно, куча гротов. Цыгане там практиковались в музыке, потом становились лучшими музыкантами в Крыму. Бахчисарайские ансамбли разъезжали по всему Крыму, и цыгане немножко по-другому строились. Они зачастую строились либо вплотную к пещерам, и дома у них были попроще организованы, чем у крымских татар. Но, тем не менее, этот народ тоже исповедовал ислам, говорил на нашем языке, и после 1944 года практически все они стали частью крымских татар уже на сегодняшний день. Многие даже не знают и не говорят о том, что когда-то у них было какое-то цыганское происхождение. Вот. В общем, Аджи Абибулла Эфенди проработал в медресе Занджирлы вплоть до своей смерти, до 1895 года. За это время здесь очень вырос уровень преподавания арифметики, астрологии, то есть здесь была русская школа при Занджирле, уже надо было владеть русским языком к тому времени, чтобы как-то что-то из себя представлять, чтобы понимать банально законы государства, в котором находишься, и учеба пошла. То есть вот этот период, когда крымские татары немножко вышли из этого своего черного такого из Хара-Асыра и по уровню своей образованности начали догонять прогрессивные тюркские мусульманские народы того времени. И, собственно, Бахчисарай стал таким местом концентрации тюркских мусульманских народов. И очень много из бахчисарайского опыта было в итоге перенято другими странами, потому что здесь работал Гаспринский. И при Гаспринском всегда были вот такие люди, которые ознаменовали город своими реформами, своими образовательными достижениями и своей вот этой вот именно благотворительностью, благородством, чем вот запомнились местным жителям. В 1909 году здание медресе Занджирлы, старое здание 16 века, перестало потребности покрывать, и было построено здание, которое находится за вашей спиной. Его называют новый корпус Занджирлы медресе, часто его называют медресе Гаспринского, так как он активно участвовал в постройке. Здание уже стиля конца 19-го, начала 20 века, оно такое уже барочное, оно имеет вот это обрамление, которое было в моде в то время, но вообще оно просто громадное, честно говоря. Вот внутри, когда были выставочные залы, их было там 4 или 5 выставочных залов, оно просто огромное, это здание. И что мне особо нравится, наверное, в наследовании, да, традиций, вот китабе, табличка, которая находится над входом, она нам явно свидетельствует о том, что это здание наследует здание, которое находится вон там. Вот эта зеленая имитация цепи, которая находится на Занджирлы медресе, вот там на самом верху. Это китабе расшифровано, к счастью. То есть здесь все вот эти вот арабские надписи, они выстроены в виде стиха. Я, честно говоря, не знаю, как официально называется эта форма рифмовки, но для меня это мане, потому что здесь рифмуются первый, второй, четвертый ряд, а третий не рифмуется. Эта форма у нас в народной литературе называется мане. Я вам зачитаю стих, который здесь написан. И что интересно, Аджи Абибулла Эфенди уже не был на свете, но, видимо, либо из его пожертвований, либо по его завещанию вот это здание было построено, поэтому он там в плиту вписан. Sarf ınaqtu say edip bir hadim iruşen zamir. Bu kemal abadı kıldı. Hak iken bedr imunir. Eylesin eltaf bipayan subhan insicam. Ol Habibullah Efendiye ола эджр и ваафир. Эджр и ваафир — это полностью полная благотворительность, полная благодарность. То есть, судя по надписи, либо он изначально пожертвовал деньги на это здание, либо действительно завещал его построить. Sarf-ı himmet eyleyenler böyle dar ülfeyiz için,
Cümlesi avan idindir olalar cennet masir. Feyziya tarihin düştü dua bu iptihalı. Cismi insan nur irfanından olur müstенир. И две даты. 1909 год вот здесь справа написано уже по русскому летоисчислению. И по хиджре написано слева, это 1327 год. Вот это здание проработало, получается, вплоть до 17 года как новое здание Зинджирлы Медресе, потом как институт имени Мингли Гирая, и потом, когда крымско-татарская директория пала, это здание отдали под медицинский техникум, и до 41 года, когда началась война, это здание функционировало как медицинский техникум, и после, естественно, 44 года это был уже поликлиника вот этой психоневрологической больницы. Ну, вот весь этот комплекс был отдан в психоневрологическую больницу. Вот. Здание внутри, ну, практически отделки там не сохранилось, но снаружи оно вот целиком, практически крыша только была заменена, в остальном оно вот в очень хорошем состоянии и готовое для экспозиционной деятельности, если когда-то опять этим кто-то озаботится. Потому что сейчас я, честно говоря, не знаю ни планы муфтията на это место, ни планы заповедника на это место. И вот оно уже потихоньку начинает разваливаться. С той стороны уже стекла повылетали у этого здания. Если так дальше пойдет, ничего хорошего ему не светит. Вот это китабе, у всех вопрос, его никто не прочитал. Вот никто его не прочитал. Ни Хакануджа, ни Тимченко, никто не прочитал. Вот это китабе действительно вмонтировано, оно что-то свидетельствует. Но я сулюс, еще и выбитые буквы, я не могу так прочитать. И оно, скорее всего, было еще на арабском, потому что в то время еще арабским писали, потому что это высокий стиль считался. Может быть, если найдется статья Тимченко за 2004 год, может быть, там есть это китабе. Но пока не смог найти ни в одной стране. Вот здесь остатки кладбища при Дурбе. Вот некоторые памятники даже можно узнать. Например, вот тот памятник, который без чалмы, вот этот стоит. Сейчас я даже прочитаю, что там написано. Так, вот этот. Надгробие Шакира Эфенди с улюсом. Где он у нас? Шакир Эфенди. Шакир Эфенди бин Шамсуддин Эфенди умер в 1777 году. Вот этот памятник с квадратным надгробием, с башташем. Вот тот с чалмой, это, по-моему, Абдуль-Керим Эфенди. То есть здесь хоронили... Эфенди – это титул религиозный. Здесь хоронили только людей, которые достаточно статуса были, чтобы быть похороненными на этом кладбище. Вот там вообще мраморное надгробие, но без головной части, без башташа. Вот там только сандых остался. Мрамор очень хорошо видно издалека. Мрамор очень дорогой материал в Крыму. Он импортный, он привозился с Турции, поэтому не всякий человек мог позволить себе мраморное надгробие. Вот мы с вами подошли к моему одному из любимых дурбе в Крыму вообще. Во-первых, оно очень раннее, оно очень характерное, оно очень богатое архитектурно. Это дурбе первых гераев, то есть первые крымские ханы, все похоронены здесь, в том числе и основатель Бахчисарай Сахиб Герай. Вот мы еще не подошли к главному порталу, вы посмотрите, как оно оформлено. То есть колонны не повторяются. Они выстроены вот, то есть через две. Они разные. Вот эти две одинаковые, те две одинаковые. То есть это тонкая работа по камню. Вот это орнамент, который называется сельджукской цепью в основном в Крыму. Но корректно ли это название, не знаю. А вот это панно может быть вам даже узнаваемо, потому что его современные архитекторы очень хорошо используют. Все, наверное, были в Шекере. Все видели Саранаевскую... именно вот эту бесконечную цепь, которая там использована, это именно вот эта архитектурная форма, которая вот со старых памятников была взята и на сегодняшний день интерпретируется и используется в архитектуре. Многие у меня спрашивают сразу, что вот это такое.
Почему здесь на арабице выбиты какие-то подписи? Версии две. Одна менее приятная, другая более приятная. Начнем с более приятной. Это имена. Однозначно это имена. Если следовать более приятной версии, это имена тех, за кого надо делать дуа, когда вы приходите в дурбе. Но это более красивая версия. Более, скажем так, реальная версия. Это следы вандализма 20-х годов. Здесь был Вася. Это следы вандализма 20-х годов. Это именно здесь был Вася, только арабицы и наши крымско-татарские соотечественники деградировали до такой степени, что им нигде, кроме как на памятнике, выбить это не было. Где? Ну, это атеистическая эпоха. До 27 года, как известно, наш народ пользовался арабицей. Поэтому арабицу они еще знали, они могли что-то выбить на ней. Почему я ее придерживаюсь? Я точно такие же следы вандализма видел в мечети в Хазбиеле, который находится вот здесь, село Розовое. Точно так, карнизы, вот здесь, под карнизами, везде выбито. Ну, не стали бы это делать в то время, когда здесь был центр учености. Поэтому, скорее всего, это вот Васялар, Османлар, Осман один точно есть. Но текст совпадает в разных местах? Нет, нет, это имена же люди разные. разные. Вот там вот Осман... Здесь был, там будет все равно. Не, а здесь было они не пишут. Они пишут там Осман, Билял, там вот они пишут. Ну вот себя пометить надо. Вот там вот Осман где-то есть. Вот я... Мухаммед, вот видите. Вот. Ну вот, пожалуйста. Ну то есть идеализировать собственных соотечественников нам тоже. Ну вот видите. Чем-то черненьким обновлял. Номанда. Номан. Ну явно не Ногай какой-то Челебезихан. залетел. А что, может быть он? Как ты говоришь, не надо идеализировать. Нет, Вот предков идеализировать ничьих не надо. Чего? Наши точно такие же. Вот понабивали свои имена на память. И остались в истории. Остались в истории, да. А Но что? только их никто не прочитал, почему-то никому не хочется этим заниматься. Вот это шикарное сооружение, я к нему даже не хочу поворачиваться спиной, но пока должен. Это дюрбе первых гераев. Это завещено Хаджи Герай, то есть Мингли Герай похоронил своего отца Хаджи Герая вот в этом дюрбе первым. Потом там похоронили самого Мингли Герая, и потом здесь же был похоронен основатель Бахчисарая Сахиб Герай. Этот памятник очень тщательно был обследован как раз в ходе вот этой реставрационно-археологической работы 2007-2009 годов. Вот там даже Тика, если вы видели, там оставила свой памятник, да, что они здесь работали. Это надпись, вот, то есть вот этот сам портал, по-крымско-татарски, как он называется, но я не знаю, мы не знаем, но в османской традиции он называется Тач-Капы. Тач-Капы – это коронная дверь, если перевести, то есть портал. Это вот место, в турецкой традиции их называют арабским словом баб иногда, но Тач-Капы тоже называют. Вот этот архитектурный элемент, он встречается почти во всей мусульманской архитектуре, вот этот вот, который имитирует, он сталактитовым называется в русской традиции. Это он по-арабски называется мухарнас. Вот этот мухарнас, он есть здесь, он есть на дурбе Джанике, то есть на всех ранних дурбе в основном вот этот портал и вот это сохранено. Работа очень тонкая. По камню вот эта резьба, это высочайшего уровня техники. И, как видите, оформлено, собственно, и вход. Вход небольшой. Вверху китабе плита, где написано имя основателя, то есть того, кто это дюрбе построил. По периметру вот эта вот большая такая П-образная надпись, это сура Аль-Фатх или Эль-Фетх. Это не Фатиха, это именно сура Победа. Аль-Фатх называется. Надпись, которая внутри китабе транслитерована, я ее сейчас вам прочитаю, потом переведу. Амараби марети хазихи турбети шерифети наимети ля тифети эльхануль аззам. Здесь сделал точку. Эльхануль аззам – это великий хан. Потом идет Вель-Хакануль Муаззам – это тот период, когда ханы могли себе позволить пышную титулатуру, то есть великолепный хакан. Хан и Джихан, хан всего света, хан и Джихан – это мир. Хан и Джихан Мингли Герай хан
Ибн Хаджи Гирайхан Фишехри Шеввали Мибареки Минсенети 907, то есть 907 год. Шевваль – это, если сейчас перевести на современное летоисчисление, это от 20 февраля до 21 марта, вот в этот период, 1501 год. То есть это здание на год старше, позже построено, чем Занджирлы Медресе. По-русски. Это благородное, прекрасное тюрбе счастья приказал соорудить величайший хан и прославленный хакан, властелин мира, Мингли Гирайхан, сын Хаджи Гирайхана, в благословенном месяце Шевали 907 года. Почерк Сулюс. Самый витиеватый, самый красивый, где буквы в несколько рядов идут. Ну, естественно, обновлено это все в ходе турецкой реставрации. Вот это позолота, это все было сделано в 2008 году. Основным отличием всех ранних дюрбе, это постзолотоордынская традиция. Вот эти два михраба являются. Здесь, кстати, очень хорошее эхо. Вот я себя слышу. По обоим сторонам есть два михраба. На поздних дюрбе такого нет. Когда усманский стиль стал доминировать, это все исчезло. И что интересно, два михраба, вот здесь два медальона. Слева медальоны читаются правильно. А вот эти два медальона можно прочитать только если вы в зеркало на них посмотрите. Они зеркально отображены. Что в них написано? Похожее на победу, то есть на суру Аль-Фатх, но уже другое выражение. Насрун мин Аллахи вефетхин хариб. Помощь от Аллаха, победа близка. То есть вот здесь это читается ровно, а здесь надо приложить зеркало, чтобы прочитать. То есть это заложено в зеркальном изображении. Сам памятник был обследован как раз вот когда был вскрыт склеп. Внутри надгробий нет. Они все в подземной камере. Около 30, если я не ошибаюсь, надгробий. Члены ханского дома, то есть дети, женщины, все были похоронены. Похоронены необычным образом. Они лежали в гробах деревянных, обитые тканью бархатной. Эта ткань одно время выставлялась в Занджирлы Медресе, ее реставрировали. Там, насколько я помню, ткань была анатолийского происхождения, что-то там с итальянским влиянием, но очень дорогая была ткань, золотым шитьем. Но, к сожалению, вот именно антропологический материал, он либо не исследован, либо мы результаты исследования так и не дождались, их увезли в Киев на анализ. Ни одной статьи после этого я не нашел. То есть то, что увезли, знаю. Какие результаты, не знаю. Учитывая то, что в последнее время мы знаем, что у Мингли Гирая, второго крымского хана, мать была аланкой, то есть гота-аланкой. Это вот было выявлено буквально недавно, потому что он в каком-то своем письме русскому царю написал, что мать моя дочь князя Индияву, а Индияву это владелец Феодора в свое время. Было бы очень интересно узнать, как они вообще выглядели, потому что у Гайворонского там корейцы в книжке. Вот, при всем уважении к Никитину, там в книжке полные корейцы. Вот. Здесь, насколько это соответствовало реальности, мы никто не знаем. Прижизненных изображений нет. После обследования склепа, после анализа, после лазерной вот этой сканирования, там очень много работы было проведено в это время, было произведено перезахоронение с участием муфтията, то есть их все разместили примерно так, как они там располагались, и дуа ухуб, их перезахоронили, они здесь внутри, в склепе на сегодняшний день находятся. Вот. По поводу реставрации. Вот первое, о чем я услышал от Сервер-Уджа, Рамитосын Джанна, это то, что отуречили купол этого памятника. Вы сейчас, если на него сверху мы поднимемся, посмотрите, купол у него сплошной. То есть цельный купол. Ни одно раннее крымское сооружение таким быть не могло, потому что мы видели в Дурбе-Джанике, оно так не выглядит. Купол изначально, это рисунок Багаевского, купол изначально был восьмигранный. То есть вот эта вот верхушка, она была из 8 граней. Красивая восьмигранная верхушка была, как у Джанике Турбе. Здесь, конечно, плохо видно, потому что госкаталог не дает нам качественные изображения, но тем не менее. Купол был крыт черепицей. Здесь опять же свинцовые листы, потому что в турецкой традиции свинцовые листы. А то, что там у вас крымских татар не так, это никого не волнует.
И вот этот купол, они его просто выровняли. То есть он был восьмигранный, 8 граней, красивый купол, они его просто сравняли, он стал сплошной. Ну, чтобы больше походил на османские дюрбе. И новые части, ну, даже не специалисту, вам всем, наверное, видны. Вот вставка, вот вставка, вот она. Вот ее очень хорошо видно. Вот вставка, вот вставка. Ну, то есть, вот это вставлено, то есть плита под китабе, вот этот целый кусок заменен. Насколько это было рационально, я судить не могу. Рассудит история, когда здесь будут делать археологические раскопки. Но, тем не менее, Сервер Уджа тогда мне сказал, Сервер Уджа, бывший директор ханского дворца, он знал, о чем говорит. Он мне тогда сказал, что как только купол сравняли, он стал протекать. Ну, то есть, не дураки строили это здание. Он стал протекать, да, давать трещину. Ну, то есть, были какие-то вот дефекты в этой всей работы. Но, тем не менее, вот Дюрбе в том виде, в котором до нас дошло, Аллах шкур, ну, вот такое есть. Мухарнас почти не трогали. То есть, заменили только вот нижнюю часть, верхняя часть сохранилась. Вот та сталактитовая внутри сохранилась. Можете подойти, разглядеть резьбу. Я люблю здесь часто это. Посмотреть, насколько изящно оформлены колонны, они тоже не повторяются. А почему зеркально, непонятно, да? Захотели так? Ну, что? Дюрбе это гробница. Ну, если по-русски. Усыпальница. То есть не мезар просто, а дюрбе. Есть какой-то это. А там внизу подвал, он расширенный? Да. Камера Сколько внутрь людей? идет, расширяется. Да, да, да. Там и детские были гробы, то есть там много людей было похоронено. А надписи идентичные, просто Идентичны, просто одна зеркале. читается в зеркале, то есть перевернута. текст одинаковый. Текст одинаковый. Победа близка, да. Победа от Концептуальчик был Аллаха. какой-то. Зачем вообще, в принципе, эти ниши были сделаны? Просто вопрос эстетики? Михрабные ниши, Ну, вот Джамиш также на входе? михрабные ниши, они не смотрят на кыблу, они здесь исключительно с эстетической точки зрения. Да. Это постордынская традиция. То есть, Смысл? да, они Но в на разные них не стороны, молились. они на кыблу не смотрят. Да. Нет. В ужасном состоянии вы прекрасно понимаете, оно было в 30-е годы столовой медицинского техникума вот этого, а потом было столовой психушки до 90-х годов. И за то время, пока она была столовой психушки, она превратилась в руины. Археологию надо делать с нуля, искать оригинальные фундаменты, но в основном именно вот стены, это все уже все. Там ни отделки, ничего, ни крыши, ничего не осталось. Были... Вот это здание, вот оно, вот это пристроено, вон то здание, которое заросло совсем, вон то это мечеть Мингигерая или мечеть Маале Занджилова медресе. Михраб, Брусиёв. Борщиёк. Все. Внутри нет ничего. Надо полностью раскапывать и смотреть оригинальный план. А я где-то слышал версию, что из надгробий тоже делали, то есть там или что-то Ну вот они это здание добавляли. вполне может быть из надгробий, которое пристроено. Вот Алем водрузили. Зато. Стены граненые. Ну, потому что она, логично, она была граненая в 3 уровня. То есть второй уровень граненый и третий вот 8-гранный был. Ну, сделали по топ-капышному, как и Занджерло, собственно. Можно говорить там, как было бы лучше, как было бы хуже. Ну, факт остается фактом. Реставрация имела и свои преимущества, имела и свои недостатки. То есть этих вещей можно было не делать, если бы это было научно. Но сделали. Это немецкая работа, где якобы Девлет-Сарай изображен. Гайворонский считал, что она достоверная. Но опять же, по ней делать реконструкцию без археологии. Ну, в 18 веке художник на 20% художник, на 80% сказочник. То есть вот он что-то увидел, через 2 месяца как по памяти вспомнил, так и нарисовал. Вот в основном это так и происходило. Если бы его застал Гейслер, который работал в Крыму уже после падения ханства через 10 лет, который все горы нарисовал именно в тех объемах, в том рельефе, который есть, ему бы я поверил. А вот в этой гравюре не верю, потому что надо больше материала. Археология нужна. Здесь очень мало копали. Здесь копали только турки, и Сейдалиев копал в 15 году 2 раза. Все, Сам один, да? больше ничего здесь не сделано. Мы здесь были на симфоническом оркестре, это в концерте. Здесь концерты давали? Симфонический. Было такое, да.
Ну, здесь хорошо. Ну и колодец вообще уже занесло мусором всяким. Колодец нашли, близлика у него аутентичного не было, поэтому его выстроили. То есть нижняя часть своя, оригинальная, верхнюю выстроили по тому же принципу из Бута. Но я его действующим и не помню, честно говоря. Он, Он не работал. он не работал, он вот сразу был в таком виде. Вот это второй вход в Зинджирло, то есть вот этот. Без поклона. Уже без поклона. Сзади можно без поклона заходить. Сзади свои заходят. Место, в котором мы находимся, вообще не является изначально частью Бахчисарая. Это самостоятельное село, которое носит название Салачок. Русские его после депортации крымских татар стали называть Староселье. Собственно, до сих пор этот район Старосельем и называется. Вот на карте очень хорошо видно, где заканчивается столичный город и где начинается село. Видите, насколько широкое ущелье вот здесь, а вот тут оно начинает сужаться. Вот это узкое ущелье, где находится сейчас типография Терджиман, это первый квартал Салачика. У Салачика 5 больших кварталов. Первый это Маали Шага, потом идет квартал Кадр Эфенди, потом идет квартал Баба Курт, где сейчас находится кафе Ашлама Сарай. Место, где мы находимся, это Маали Зинджирло Медресе, так как оно относилось к вот этому сооружению. И дальше в сторону дороги на село Улаклы Маали Салачка Смапуи. Все 5 кварталов были, естественно, оборудованы мечетями в свое время квартальными, но ни одна из них не сохранилась даже мечеть этого комплекса, который находится на этой территории. Вот этот выступ, который, даже не знаю, с чем его сравнить, с носом корабля, да? У него очень такое милое название, он называется Бурунчах. Бурунчах это можно перевести как носик, но в данном случае это мыс Бурун, а Бурунчах это мысик, то есть он не дотягивает до полноценного мыса, но вот действительно выступает. И вот Бурунчах эта скала называется. Но второе ее название, которую записал Осман Нуриях Чокраклы в 20-е годы, это Кииклик. Это очень интересно, потому что к его времени уже 200 лет прошло с падения Крымского ханства, а народ еще помнил предназначение этого места в ханское время. То есть, если вы когда-то поднимались на Чхутхале, в эту сторону пройти нельзя. Там стоят крепостные стены еще византийского периода. И сооружение было таким образом, то есть крепостные стены отрезали эту сторону массива с одной стороны, а обрыв с другой стороны. И Киик это лань. То есть это место, где ханы держали своих газелей. Вот именно разводили их специально для охоты. Там вырублено в скале 2 бассейна. Это когда-то было обследовано археологами. Ну, вот в последние годы уже этим никто не занимается. И эта популяция лани, она дожила до середины 19 века. И уже царской администрации были назначены даже специальные люди, которые кормили, как-то смотрели за этими животными. Ну, естественно, к нашему времени вот только название, которое до нас дошло, Кииклик, свидетельствует о том, что когда-то там был вот ханский зверинец. Первая столица была расположена в неприступной крепости в Кырхьере. И там же была оборудована ханская ставка со всеми необходимыми атрибутами. То есть с ханским дворцом, монетным двором, мечетью, кладбищем и каким-то общественным, естественно, сооружением, от которых на сегодняшний день практически ничего наверху там не осталось. К XVI веку обстановка стала более спокойной, и постепенно ханы, почувствовав свою силу, стали спускаться вниз с этих неприступных крепостей. И с 1503 года на ханских монетах мы встречаем такую надпись «Чеканено в сарае». А затем, немного позже, чеканено в счастливом дворце или в Девлет-сарае. То есть это именно то место, где мы сегодня находимся.
Многие переводят Девлет-Сарай как государственный дворец. Это неправильная трактовка. Девлет, второе значение этого слова, счастливый. То же самое, как и Саадет, как и Бахт, как и Част. То есть Девлет это счастливый дворец. Комплекс оборудован как классическая мусульманская кулие. То есть это ханская столица, она изначально были заложены базовые постройки, вокруг которых ханская столица и стала развиваться. Это медресе, высшее учебное заведение, это непременно мечеть, это ханский дворец, это общественное сооружение бани, это школа и кладбище, естественно. Все, чем оборудован был классический любой город в тюркско-мусульманской культуре. От ханского дворца Девлет-Сарая практически ничего не осталось. Археологические раскопки здесь, очень-очень слабо проводились, поэтому стены дворца, все это до сегодняшний день не вскрыто. Но ряд общественных сооружений, которые были построены ханами в 16 веке, дошли до наших дней. И вот сегодня мы видим их здесь. В целом, вот если говорить о топографии, Бахчисарай в принципе расположен в довольно удивительном месте. Это город, который вытянут в ущелье. Вот это ущелье, в котором, собственно, и находится Девлет-Сарай, называется Мерием-Дере. Это его начало. Мерием-Дере он называется неспроста. Всем, наверное, известен город Мариуполь, который находится в Приазовье. Этот город был основан греками-урумами, которые были переселены именно из этого ущелья. Они здесь жили, их пещерный храм на сегодняшний день в каком-никаком виде дошел до наших дней. Дальше, отсюда из Салачка, вот в ту сторону, вот эта гора называется Бешкош. 5 загонов. Видимо, там когда-то держали либо зверей, либо овец разводили. Но на сегодняшний день эта вершина полностью лесистая. За ней идет балка Чучук-Ашламадере. По этой балке раньше шла прямая дорога во второе значимое для ханов место. Это село Улаклы, ныне Глубокий Яр. Но от настоящего Улаклы практически ничего не осталось, потому что в 50-е годы село было основано заново на другом месте. Там в старые Улаклы сейчас очень тяжело попасть. Там находилось еще одно ханское медресе. Вот здесь прямая дорога занимала минут 20. Сейчас мы в Глубокий Яр едем в объезд, и это занимает на машине более чем получаса. Вторая балка, которая отрезает Чукуткале от Бешкоша, Бьюк Ашламадере. Почему Ашлама? Ашлама от Ашламак прививать. То есть в ущелье Ашлама было расположен, по сегодняшним, если говорить современной лексикой, большой столичный ботанический сад, который подробно описан в Ильей Челеби, который несколько страниц своего большого произведения посвятил именно этому саду. Здесь конкретно разводились лучшие сорта плодовых деревьев, даже такой, скажем так, пренебрежительно относящийся к крымским татарам ученый немец Паллас, который приезжал в Крым через 10 лет после его завоевания Российской империи, он отмечал, что здесь превосходно привиты плодовые деревья и что в очень безобразном состоянии это находится. И от этого сада, как и от ханского дворца Ашлама-Сарай, который находился в той стороне ущелья, на сегодняшний день ничего не осталось. Последние фундаменты были срыты, когда перепахивали вот эту сторону ущелья, сверху это хорошо видно, уже после депортации крымских татар. Возможно, если будут археологические изыскания дальше, какие-то фундаменты, остатки этой былой роскоши будут вскрыты. Теперь возвращаясь к Девлет-Сараю. Глобальная реставрация была проведена здесь в 2007 году. Причем на средства Турецкой Республики. Есть такая организация ТИКА, которая занимается не только турецкой культурой в пределах Турецкой Республики, но и распространяется на другие тюркские страны и страны, где есть тюркское наследие. И фактически все, что мы сейчас здесь видим, это результат вот этой реставрационной работы 2007-2009 года. Этот этап в истории Девлет-Сарая очень важен и потому, что в это время здесь были проведены археологические раскопки и были вскрыты фундаменты вот этих бань, которые находятся за моей спиной. И многие-многие исследования были проведены, которые в наше время не то что не проводятся, даже сложно себе представить. Как то
лазерное сканирование зданий, как то вскрытие подземных склепов, как то географическая вот эта вот съемка, аэрофотосъемка. Ну, вот такенная книга вышла по итогам этой работы. Это Али Ибрагимовая работа. Türbe хана Хаджи-Герая в Салачике. Вот, то есть это все было обследовано в это время. Затем, еще я очень хорошо помню, здесь был частный музей, вот в этом здании, музей Ларишес, его держал Гулливер Альтин. Мы сюда ходили со школы, это было прекрасное место. И Зынджырлы не был такой пустой, как он пустой сегодня. Здесь живой, кипела жизнь, сюда приезжали люди, смотрели коллекцию, заходили в Зынджырлы медресе. Но в 16 году начался такой большой судебный процесс между Альтиным и между крымским муфтиятом, потому что муфтият решил, что в медресе будет опять открыта медресе. По результатам судов Альтина заставили покинуть эту территорию. Но, как вы видите, медресе здесь с 16 года никто не открыл и открывать не собирается. Это очень грустно, потому что здание колоссальной старины, особенно вот старый корпус Зынджырлы медресе, и нуждаются в постоянной поддержке, в реставрации. Ну и даже просто обидно, что этот памятник, в основном туристы как сюда приезжают? Он в ущелье расположен. Все идут в монастырь, в Чухуткале, даже не знают, что здесь происходит. Сверху его практически не видно. И вот он уже с 16 года в таком состоянии, закрытый, никому не нужный. И особо сюда и никто и не приходит на сегодняшний день. Вот. Поэтому, наверное, у меня и родилась мысль оживить как-то это место, потому что оно очень важно для нас. Сколько исторических этапов, сколько людей, сколько персоналей, событий прошло через это место. И некоторые произошли совсем недавно, во временном отрезке, который находится всего в 100 лет от нас. А некоторые даже произошли в середине 2000-х годов, но об этом мы узнаем в конце.